Самым главным модным событием, пришедшимся на 1950-е годы, можно назвать показ Кристиан Диор, который в 1959 году стал настоящим шоком для москвичей. Приезд Кристиана Диора перевернул их представление о современной моде. Теперь модными стали брюки-клеш, яркие гавайские рубахи, французский силуэт нью-лук с узкой талией и пышными юбками занял лидирующие позиции в советских модах, проложив себе дорогу к сердцам советских женщин. Счастье, любовь моя, ведь видел я немало и в журналах, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше, милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи нас сюда. К 1970 годам страну завалили плащами, появляются спокойные и респектабельные плащи. То, что было между нами, за дождя, за снега, словно старой сказки, было не была. Не нужна печаль, просто уходило лето. Не было разлуки, месяц, пока лето жил. Мы с тобой не знаем сами, что же было между нами. Просто я сказала, я тебя люблю. В моду вошли кремпленовые изделия. Поскольку требовал образ дополнения, начали применять широкоразные платки, туфли, сапожки, перчатки и другие аксессуары, к примеру, ювелирные украшения. Мода имеет удивительное свойство выживать при любых условиях. Проблемы с фабричным производством привели к тому, что в СССР процветал индивидуальный пошив одежды. В стране Советов шили практически все. Очень модными в середине десятилетия становятся белые полупрозрачные блузки из натурального искусственного шелка с трикотажные модные одежды. Моду 50-х, 60-х, 70-х годов демонстрировали коллектив детского сада «Тереченя», села Хатасы, заведующая Галина Семеновна Николаева, руководители показа Старкова Вера Никитична, Галина Акимовна Ксенофонтова. Детский сад село Хатасы, Тереченя. Аплодисменты, дорогие друзья! Шикарные модели, шикарные одежды. Прямо ностальгия советского времени. Браво! Так, а мы с бурными аплодисментами встречаем на сцене участников под номером 4. Это танцевальный ансамбль ЕИ. Вдохновение, город Якутск.